Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Большая Инта выходит из берегов. Сезонный подъем уровня воды в реке под контролем. В Инте пройдет литературно-фольклорный фестиваль «Лов-Якыв». Библиотекари реализуют инициативу народного бюджета. Женщины сразились в стрельбе из пневматической винтовки. Самые меткие отмечены наградами. Принести пользу городу и заработать свои личные деньги. В Инте открылся трудовой сезон для несовершеннолетних. Первая смена вышла на работу. В связи с устойчивой теплой погодой в реке Большая Инта поднялся уровень воды. Весенний паводок, вызванный таянием льда, не превышает критических отметок. Специалисты следят за ситуацией. Глава городского округа, руководитель администрации Владимир Киселев посетил водозаборные сооружения. Водозаборные сооружения на реке Большая Инта введены в эксплуатацию в 1956 году. В 2003 году из-за просадок вследствие шахтных выработок были построены барраж и берегоукрепительные сооружения. Сегодня износ гидротехнического сооружения составляет 80%. Барраж имеет значительные дефекты. Кроме того, наблюдается падение уровня воды в реке, что создает риски надежного водоснабжения города. Барраж служит подпором воды для водоприемных галерей, чтобы был водозабор обеспечен, чтобы насосы брали воду и подавали в магистральный трубопровод на город. В конце 2021 года была сделана промежуточная проектно-сметная документация. Стоимость работ по реконструкции барража и берегоукрепительных сооружений на уровне цен четвертого квартала 2021 года составила 318 миллионов рублей. Для решения данного вопроса необходимо привлечение федеральных средств. Для их получения муниципалитет планирует участвовать в целевой программе. Действительно, барраж у нас требует капитального ремонта. Проект сейчас проходит экологическую экспертизу, дальше государственная экспертиза. И с республикой, как уже не раз говорилось, будем заходить на федеральное финансирование. Объект действительно требует особого внимания. Сейчас пошел лед, мы видим, что именно на барраже он скопился. Подъем воды большой. Сейчас будем мониторить ситуацию постоянно. Будем приезжать, смотреть. Надеемся, что паводок пройдет с небольшим повреждением, потому что мы уже видим, уже берега начинают размывать. Какие-то средства мы заложили на восстановление, как делаем ежегодно. Как вода спадет, будем оценивать. Барраж находится в аварийном состоянии. Сейчас администрация совместно мы проходим процедуру его регистрации, получения декларации. И потом уже будет проект делаться и на восстановление барража. Жители уже отметили, что качество подаваемой холодной воды значительно снизилось. Это связано с тем, что на водозаборе отсутствует система водоподготовки. Проводится только обеззараживание воды согласно технологическому регламенту. Вода идет, видим, какого цвета. Да? Водозаборные сооружения у нас сделаны очень давно. И качество воды, какое идет с реки, такое и подается, да, с минимальным очищением, плюс хлорация. Поэтому, и, конечно, жители осенью и весной жалуются на цветность, мутность воды. С целью улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению Инты, регулярно проводятся работы по очистке водоприемных галерей головных водозаборных сооружений. Но они не решают проблему. Необходима установка оборудования, которое бы очищало воду. В Инте головные водозаборные сооружения, построенные в 1955 году, изначально была задача сделать подпор для водоприемных галерей и обеззараживание. Все. В Инте никогда не было водоочистных установок. Сейчас администрация совместно с нами готовит техзадания на проектирование этих очистных сооружений, где уже будет вода, независимо от паводка и времени года, очищаться и обеззараживаться. Работа по улучшению качества водоснабжения ведется. Так было оформлено техническое задание по проектированию станции водоподготовки на головных водозаборных сооружениях. Оно было направлено на рассмотрение в главэкспертизу. В апреле 2022 года пришло заключение с рекомендациями внесения ряда корректировок. В ближайшее время техническое задание будет доработано и направлено на конкурентные процедуры с целью определения организации проектировщика.
Модернизация агрокомплекса «Инта Приполярная», общество с ограниченной ответственностью «Интинское» и создание пекарни. В рамках реализации проекта «Народный бюджет» горожане продолжают организовывать собрания и выносить на обсуждение общественности предложения по развитию малого и среднего бизнеса в округе. В актовом зале администрации прошла очередная встреча с общественностью города в рамках проекта «Народный бюджет». В этот раз на обсуждение были вынесены инициативы в сфере предпринимательства. В сфере агропромышленного комплекса были заявлены 4 проекта. 2 проекта предполагают модернизацию цеха глубокой переработки мяса агрокомплекса «Инта Приполярная». В частности, обустройство самого цеха, ремонт его полового покрытия и замена старых изношенных сетей холодного и горячего водоснабжения помещения. Другие 2 проекта для обновления предприятия ООО «Интинское». Проекты подразумевают замену сетей холодного и горячего водоснабжения, цеха по переработке молока, а также фермы и телятника поселка Юстедор. Мы все знаем, что агрокомплекс в данной ситуации в большом дефиците рабочих мест по городу все-таки содержит на работе 120 человек. Да, в перспективе увеличения тоже рабочих мест за счет того, что потянутся сельские жители Абис и Петруин в итоге к концу года, наверное, они будут тоже в составе агрокомплекса работать. Ну и для того, чтобы была достаточно устойчивая работа и продукция, которая у нас натуральная, имеется в виду молочко, продукция, выполненная из оленины в цехе глубокой переработки, она для жителей города, думаю, тоже важна, нужна. Мы сейчас на фоне всех этих химических наших продуктов, в принципе, наверное, должны кушать что-то такое, которое более-менее натуральное, что у нас и есть. И еще 3 проекта, заявленные на обсуждение в сфере малого и среднего предпринимательства. Дмитрий Филиппов представил общественности проект по изготовлению вольеров для содержания животных без владельцев. Для реализации этой идеи планируется построить возле пункта приема и передержки животных порядка 40 вольеров для содержания собак, не имеющих хозяев и представляющих явную угрозу для населения города. Также в проект включены затраты на обустройство помывочного помещения для животных и кухни для приготовления еды для собак. Если, то есть, этот народный бюджет будет выделен, да, то есть он нам даст какую возможность? Во-первых, уже не надо будет, допустим, ездить где-то просить, там, чтобы приготовить, или ездить там распределять какие-то по ролям, то, что готовит. То есть будет все это на месте происходить. То есть создать условия. И оно, то есть, эта программа да, она будет реализовываться и в дальнейшем. Инициативная жительница города Анастасия Шарова разработала проект создания мойки самообслуживания для автотранспорта с разной грузоподъемностью. Какая идея? Я так по-простому расскажу. И почему именно народный бюджет. Они сами решили пойти приобрести оборудование, открыть. Ну вот наш город маленький, отдаленный, закрытый. Машины есть, у меня у самой есть автомобиль, я это очень чувствую. И родилась такая идея, вот просто из внутренней потребности. Выдвигаю инициативу приобрести именно комплекс закрытого цикла, то есть с фильтрами, полный комплекс, то есть это и мойка, и дальше вода, которая уходит, фильтруется, чтобы это не загрязняло окружающую среду. Вот, технологичный комплекс пылесосов, то есть это всегда очень удобно. Подъехал, ну вот дети в машине, песок, грязь, пропылесосил салон. Это все оплата будет идти поминутная. Ну, и средний такой чек, то есть это что не вас моют вашу машину, а сами собственники автомобиля без предварительной записи видят свободные 2 парковочных места. То есть есть свободное время, есть свободные места, подъехали. Средний чек планируем около 200-250 рублей. Последний проект предполагает создание пекарни под названием «Добрый хлеб». Здесь планируется выпекать цельнозерновой хлеб на диких дрожжах, то есть на закваске. В рамках этого проекта планируется приобретение технологического оборудования, печей, шкафов, тестомеса, форм и многого другого для организации деятельности. По всем предложенным проектам присутствующие могли проголосовать по своему усмотрению. Пришедшие одобрили.
Инта принимает активное участие в федеральных и региональных программах. Благодаря проекту «Народный бюджет» в муниципалитете уже реализовано много различных идей. Ежегодно предложения инициативных интинцев успешно проходят республиканский отбор и воплощаются в жизнь. На днях Центральная библиотека получила долгожданное оборудование и красивейшие костюмы. Все это стало возможным благодаря участию в проекте «Народный бюджет». Библиотечные мероприятия давно пользуются большой популярностью среди жителей города, и обновленная площадка Центральной библиотеки стала пользоваться популярностью у горожан. Но отсутствие современного технического оборудования не позволяет проводить мероприятия эффективно и качественно. Одна из основных задач библиотеки – это привлечение к чтению книги, в первую очередь повышение интереса к литературе и культуре родного края, которая отличается самобытностью, неповторимостью, необыкновенно интересной своеобразностью, конечно же, историей. Республика Коми и, конечно же, наш город Инта богаты литературными талантами. Многоцветие коми-литературы предстает в произведениях поэтов и прозаиков, внесших весомый вклад в литературу республики. Этому будет способствовать проведение литературно-фольклорного фестиваля. В 2021 году Центральная библиотека инициировала проект проведения литературно-фольклорного фестиваля «Ловьякыв. Живое слово» под открытым небом на благоустроенной площадке Центральной библиотеки. Предложение получило одобрение региона. Общая сумма проекта составила чуть менее 340 тысяч рублей. Наша площадка располагается отдаленно и является удобным местом для прогулок с детьми, родителей. Также здесь встречаются любовные парочки. И получается, что когда территория была обновлена, появились такие шикарные скамейки, фонари, она стала пользоваться бешеной популярностью. И люди стали появляться здесь чаще и чаще. И поэтому все располагает к тому, чтобы провести здесь замечательный, яркий праздник, связанный, конечно же, с книгой, литературой, и чтобы к нам приходили замечательные гости, хотя бы те же СНК, СДК, чтобы у нас получился шикарный литературно-фольклорный фестиваль. В рамках проекта была закуплена комплексная система звукового оборудования, куда входит портативная система звукоусиления, радиосистема с головным микрофоном, ноутбук, видеокамера и микрофонная стойка. И, конечно, необычайной красоты костюмы, сшитые по спецзаказу мастерской народных художественных промыслов Коми «Зарнипас». Почему же выбор пал именно на эти костюмы? Мы живем в республике Коми, а это историческая родина народа Коми. Коми-народ – это уникальный по своей сущности народ, создавший интересную культуру, традиции, обычаи, которые были характерны для их предков. И мы, в свою очередь, должны чтить, помнить и сохранять традиции народа Коми. И в чем же проводить литературный фестиваль? Как не в национальных костюмах Коми-народа, который богат сочными цветами, национальным орнаментом и, конечно же, своей историей. «Ловьякыв» – это литературно-фольклорный фестиваль в Инте, главная идея которого – сохранение духовных ценностей и региональной культуры, поддержка талантливых людей. Центральная библиотека выражает огромную благодарность мастерской «Зарнипас» города Сыктывкар за то, что откликнулись на нашу просьбу, за то, что отнеслись к заказу с такой фантазией и особой внимательностью. Несколько раз созванивались с директором мастерской «Зарнипас» Светланой Бурмистровой, с модельером Натальей, обсуждали каждую деталь костюма, цвет, размеры. Хочу заметить, что вот этот головной убор, который называется «Очели», сплетен один в один с тем вариантом, что нам понравился. Мы взяли его из интернета, а он достаточно сложный. И вот этот вот теплый, яркий зипун, в котором будет комфортно проводить мероприятия в холодную погоду. Эскизы готовы, костюмы сшиты в срок, мы довольны. В целом все готово для проведения фестиваля. Планируется, что в фестивале примут участие городские творческие коллективы, артисты, интинские писатели и поэты, и проходить он будет ежегодно в августе в рамках празднования Дня Республики Коми. В Инте с рабочим визитом находились представители МЧС Республики Коми. Специалисты оценили готовность муниципалитета к выполнению мероприятий по гражданской обороне. По приглашению руководства округа спасатели побывали в общеобразовательных учреждениях города. В школе номер 9 они вместе с юными интинцами стали зрителями познавательного представления.
Программа Дома культуры «Октябрь» с веселыми и забавными персонажами, миньонами, уже полюбилась маленьким жителям нашего города. Учащиеся начального звена школы номер 9 зрителями увлекательного творческого путешествия стали впервые. Актовый зал учреждения был полон, детский смех не смолкал. Артисты в ярких костюмах общались с детворой и приглашали их принять участие в конкурсах. Программа шоу необычная. Она посвящена правилам дорожного движения и противопожарной безопасности. В легкой и игровой форме ребятам рассказывали, как себя вести в той или иной ситуации, а с помощью игры услышанное закрепляли практически. Приглашенные гости положительно отметили опыт Инты в профилактической деятельности и подчеркнули, что его надо распространять на все муниципалитеты и районы региона. Прибыли на территорию муниципального образования Инта с целью комиссионно прибыли оценить готовность муниципального образования к осуществлению, планированию и ведению мероприятий гражданской обороны. В рамках данной проверки, можно так сказать, посетили учебное школьное заведение, в котором пригласили нас на представление, которое было организовано группой миньонов, так скажем, в игровой форме. Рассказали детям до первоначальных классов элементарные меры безопасности, как дорожного движения, пожарной безопасности. Данное мероприятие, я считаю, что очень хорошо влияет и подготавливает. Детям в игровой форме рассказывают самые элементарные меры безопасности, которые они должны соблюдать. Также в игровой форме эти мероприятия закрепляются. Я считаю, что это очень положительный опыт, и необходимо такие мероприятия проводить не только на территории, как говорится, города Инта, но и в других муниципальных образованиях хотя бы раз в квартал. Тогда наши дети будут более подготовлены, и все у них будет хорошо. С обучающей игровой программой творческий коллектив Дома культуры «Октябрь» побывал уже во многих детских садах и школах города. Есть повод для тревоги. Лето еще не началось, а пожары вспыхивают то в одном, то в другом регионе. Огонь уничтожает гектары леса и сотни жилых домов в России. На данный момент в 4 регионах страны введен режим ЧС. Еще в 48 особый противопожарный режим. В Инте проводятся профилактические рейды по обеспечению пожарной безопасности. Весна считается самым пожароопасным сезоном, когда только сошел снег, осталась прошлогодняя сухая трава, а новая еще не выросла. В этот период пожар может возникнуть из-за любой оплошности, из заброшенного непотушенного окурка или из забитого стекла, нагретого солнцем. Именно поэтому в Инте началась пора проведения профилактических рейдов. Группа в составе представителя отдела ГО и ЧС администрации округа и инспектора государственного пожарного надзора совершила осмотр основных крупных городских участков, которые из года в год являются местом пала травы. Основными источниками возгорания такой травы, может быть, вот мусором, мы вот сами наблюдали, ходили, жители оставляют, еще даже зимой выкидывают мусор, какие-то вещи. По снегам вроде не видно, снег сошел, все наглядно видно. Основные причины таких возгораний – это неосторожное обращение с огнем. Ну, если просто объяснить, это человеческий фактор. Человек курил, бросил бычок, загорелось, да. Также детская шалость с огнем. Детишки зачастую, для них это развлечение. Хотя мы большую профилактическую работу ведем в школах, в садиках, с родителями беседуем. Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, опять же, чтобы провели беседы в этот очень сложный период для пожарной охраны. И также еще зачастую бывает вот мусор, который валяется, а осколки стекла также могут привести, фокусировка солнечных лучей также может привести к возгоранию. Вот это 3 основные источника возгорания. Управляющие компании убираются, но все так быстро не успеть убрать, как у нас происходит. И хотелось бы еще напомнить управляющим компаниям, жителям, которые владеют домами, чтобы они произвели очистку своих территорий
от травы, мусора, каких-то досок, стройматериалов, потому что если произойдет возгорание, чтобы не могло перекинуться на соседние какие-то строения. Несмотря на проводимую информационную работу, бытует мнение, что если сжечь прошлогоднюю траву, то новая молоденькая растительность вырастет быстрее. На самом деле, каждый акт поджога – это преступление против хрупкого мира природы. Когда трава сгорает, пепел, он не впитывается в землю, его просто разносит ветром, смывает дождем и выжигает корневую систему. Трава даже медленнее растет, чем вот обычно. Так что не надо, это заблуждение большое. Опасность травяных палов состоит в том, что любое возгорание на открытой местности может мгновенно перерасти в крупный пожар, ликвидировать который будет достаточно сложно. По итогам проверки в подведомственные учреждения будут направлены письма с рекомендацией руководителям предприятий и учреждений привести свои территории в пожаробезопасное состояние, убрать мусор и удалить сухую растительность. В нашем городе стал традиционным турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин. В этом году он прошел в 3-й раз на базе Интинской автошколы ДОСААФ. В администрации округа прошла торжественная церемония награждения участников соревнований. Всего в открытом турнире приняли участие 12 команд. 16 женщин подали заявки для участия в личном первенстве. Очень неожиданно было, когда столько команд, столько женщин откликнулось. И оказалось, что мы не только красавицы, что у нас есть много других интересов. Наши интересы – это спорт, азарт, сила духа. Многие пришли в первый раз, не испугались, а многие стреляли как уже профессионалы. Пришли, десятки выбили и пошли домой суп варить. Очень приятно. Вы олицетворяете собой счастье, доброту, любовь. Я передаю вам огромную благодарность от имени главы городского округа ИНТА, руководителя администрации Владимира Алексеевича Киселева. Спасибо вам огромное, что вы участвуете в таком серьезном турнире. Он уже 3-й, поэтому, значит, будет и следующий, и 4-й. Мы ждем вас на следующих турнирах. Спасибо вам огромное. Турнир проходил с 1 марта по 20 апреля. По итогам соревнований в командном зачете 3-е место заняло управление жилищно-коммунальным хозяйством, 2-е УДСААФ, а лучшими стали культработники, сотрудники Центральной библиотеки. В личном зачете места распределились следующим образом: бронза у Ирины Горбачевой, серебро у Антонины Кузиной и золото у Екатерины Шишкиной. Я хочу сказать вам огромное спасибо, то, что вы являетесь личным примером для мальчишек и девчонок, в первую очередь сыновей и дочерей своих семей, то, что вы проявляете активность. Просто нам нужно, чтобы был пример, живой пример. То есть живым примером являются мамы. Вот, поэтому большое вам за это спасибо. Все женщины были отмечены дипломами участников турнира, а также награждены небольшими подарками. В середине мая к работе приступила первая смена отряда мэра. 24 подростка будут трудиться в течение 2 недель. В этом году в Инте трудоустроят 350 несовершеннолетних. 170 из них присоединятся к отряду мэра и выйдут на уборку городских территорий. Глеб Кононенко в отряде мэра уже 3-й год. И здесь он завел новых друзей и с удовольствием вместе с ними трудится на благо города. При этом зарабатывает карманные деньги. Сюда хожу обычно провести время с друзьями, там еще что-нибудь поделать, провести время как-нибудь. Ну, работаю здесь уже вообще не первый раз. Тяжелая ли работа? Ну, не очень прям, но трудновато чуть-чуть. Сейчас у нас первый день вообще, и погода не очень, но работать можно. А приятно ли получать за работу деньги и на что тратишь их? Ну, я трачу себе на одежду обычно. Получать деньги приятно. В этом году в отряде мэра планируется трудоустроить около 170 несовершеннолетних интинцев. Работу подростки традиционно начинают с середины мая. Ребята начали работать с 16 мая. У ребят 2 рабочие недели, получается. Всего 24 человека работает в мае. 2 группы по 12 человек. Учеба в школе еще не закончилась, поэтому ребята убирают городские территории после занятий. Их рабочий день протекает с 16 до 18 часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы привести в порядок выбранную территорию. В первый рабочий день ребята проходили инструктажи
Инструктажей в этом году очень много. И также хотелось бы отметить, что очень много новеньких ребят пришло работать к нам. Ребята хотят заработать денежки и потихонечку начинают вливаться в коллектив и работать все вместе. Подростки с охотой записываются в отряд мэра. До августа все смены уже сформированы. Учебный год близится к завершению. В общеобразовательных организациях начали звенеть последние звонки. Это важное и волнительное событие для всех выпускников, их родителей и учителей. На лицах старшеклассников и улыбки, и слезы. Последний звонок для них самый яркий символ новой, уже взрослой жизни. Большинство ребят ждали этот день с нетерпением. Для интинских девятиклассников последние звонки прозвенели 18 мая. В этот день во всех школах прошли праздничные мероприятия. Традиционно ребятам, которые за время учебы достигли высоких результатов в образовании, творчестве и спорте, были вручены многочисленные грамоты и дипломы. В гимназии номер 3 9 класс заканчивают 28 человек. Несколько ребят продолжат обучение в школе и пойдут в 10 и 11 классы, чтобы потом поступить в вуз своей мечты. Кто-то решил получить образование в колледжах и техникумах. Все эти 9 лет меня мотивировали заниматься родители в первую очередь сначала. Но потом я как-то сам понимал, что учеба – это важно в жизни. И эти 9 лет пролетели очень быстро. Что чувствую сегодня, я не могу описать. Я пока еще не осознал, что сегодня прошли 9 лет, которые, определенный этап в жизни прошел. Вот. И, пока ничего не чувствую. Ближайшие планы – это пойти в 10 класс, 11 тоже закончить. Потом уже буду думать. Но сферу я выбрал IT пока что. Сегодня для нашего класса прозвучал последний звонок. Конечно, годы обучения были тяжелые. 9 класс давался нам, конечно, еще тяжелее. В связи с тем, что мы заканчиваем школу, мы ходим, идем поступать. Последний звонок всегда был и остается одним из самых трогательных событий в жизни учителей, детей и их родителей. Как правило, на таких мероприятиях многие с трудом сдерживают слезы. Учеба еще не окончена, впереди экзамены. Но символический акт прощания с 9 классом происходит именно сегодня, на последнем звонке. Последний звонок – это слова благодарности и правды, напутствие и умолчание, печаль и радость. С 5 по 9 класс проходит почти 5-летка. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы они все были успешны. И мы можем сказать, что на сегодняшний день они успешны. 10 человек из 26 заканчивают год на 4,5. Может быть, это и не так много, как хотелось бы, но думается, что у них все еще впереди. Эмоции, когда учитель выпускает своих выпускников, наверное, самые разные. Но прежде всего, наверное, это счастье, это гордость, это, скорее всего, радость за то, что все-таки они состоялись. И мы знаем, что они состоятся в жизни. Девятиклассник, замри на мгновение. Вот и настал этот день, этот час. Этот миг вы ждали с волнением. Беззаботное детство уходит от вас. Сегодня день прощания с детством. Что может трогательным быть? Позвольте нам вот с этой сцены в колокольчики позвонить. В эту субботу, 21 мая, последние звонки прозвенят для 11-классников. Но расслабляться и прощаться со школой окончательно выпускникам пока рано. Ребятам еще предстоит сдать экзамены. В распоряжении спортсменов городской сборной по силовым видам спорта появились новые тренажеры. Приобрести их удалось благодаря помощи руководства округа. На встрече с мэром Владимиром Киселевым спортсмены рассказывали о том, что им необходима жимовая скамья и гриф. Оборудование прибыло в город из Ярославля. Интинские спортсмены команды «Северяне» по силовым видам спорта тренируются на базе школы номер 10. Здесь в подвале образовательного учреждения расположен тренажерный зал, куда практически ежедневно приходят люди.
Давным-давно все были приведены сюда с детства. Был такой тренер Кращенко Валерий Григорьевич. Он как бы всех собрал, получается, обучил, и все начали дружно заниматься. У нас есть вторая часть команды, она находится на ФОК Западном, но как бы сегодня не смогли прийти. Я пришел сюда, наверное, лет в 14. Изначально меня приводил мой дядя, то есть ныне покойный, но вот. Он занимался профессиональным бодибилдингом, и в этом спорте я застрял уже на 14 лет. То есть с перерывами на травму, на армию. То есть сейчас я восстанавливаюсь, то есть полгода, как я посещаю зал. В конце марта глава городского округа, руководитель администрации Владимир Киселев встречался с интинскими спортсменами. Члены нашей сборной по силовым видам спорта обратились к нему с просьбой помочь с приобретением необходимого для тренировки инвентаря. Мы после соревнований приехали к главе, он позвал нас на прием поздравить и спросил, что нужно для продвижения наших успехов и как, чтобы мы продолжали такой вид деятельности. Мы попросили, получается, жимовую лавку и гриф, специальный тэп-гриф. Осуществилось все очень довольно-таки быстро, в течение месяца, можно так сказать, если с написанием бумаги, как договора. В кратчайшие сроки были изысканы нужные средства и приобретены необходимые ребятам жимовая скамья и гриф тяговая рама. Инвентарь уже занял свое место в зале школы номер 10. Спортсмены активно используют в тренировочном процессе новое оборудование. Жимовая скамья была необходима для того, чтобы повысить результаты на соревнованиях, так как предыдущая скамья была самодельная, то есть, была, по крайней мере, неудобная для занятий. То есть данный тренажер тренирует и ноги, и спину. То есть на ней можно делать становую тягу, то есть тяговые движения. Вот. Интинские силовики отлично показывают себя на различных соревнованиях, привозят награды и не собираются останавливаться на достигнутом. Члены команды «Северяне» выступали в Вологде, Ярославле и Кирове. Они так давно покорили Воркуту. Готовимся к следующим соревнованиям, которые будут в мае. То есть в мае будут соревнования проходить у нас, в Инте, на ФОКе. Вот, к ним готовимся по жиму. В команде 13 постоянных участников. Это не профессиональные спортсмены, а любители, для которых спортзал неотъемлемой частью жизни. В художественном отделении детской школы искусств открылась персональная выставка Ирины Коробовой, выпускницы ДШИ. Девочка посвятила свою экспозицию комик-раю и назвала ее «Родные мотивы». Автор представила на выставку более 20 работ. Среди них пейзажи, натюрморты, портреты, написанные в разных жанрах и техниках, с использованием гуаши, пастели, акварели, травы и карандашей. Белая ночь в зимних днях, пробуждение, всплески красоты, вкус осени, ах, лето. По словам юной художницы, этой выставкой она хотела рассказать про родной край и его волшебную природу. Это горы, реки, бесконечные леса, которые раскинулись под лучами солнца. В каждую работу девочка вложила частичку своей души. Там я писала о Республике Коми, потому что, в этом месте я чувствую себя спокойно, в умиротворении, там нехорошо. У меня большая часть работы, она получается, там есть портреты, натюрморты, пейзажи. Ирина признается, что обожает живопись. За время обучения в художественной школе освоила несколько техник. Начинала рисовать гуашью, писала маленькими мазками и дробно. Затем акварелью, как по сухому, так и по мокрому. Сейчас юная художница свободно владеет пастелью. Ее работы неоднократно выставлялись на различных выставках и конкурсах. Ирина ассоциируется у меня с красивым бутоном. На протяжении 5 лет обучения в школе Ира впитывала знания, много рисовала, наблюдала, дружила, общалась. И вот этот долгожданный бутон раскрылся. Итогом стала творческая выставка «Родные мотивы». Хочется сказать, что Ира необычайно талантливая, интересная, самобытная личность. Девочка заинтересована в своем обучении, в знаниях. Ирина владеет разными техниками исполнения. Это гуашь, акварели, смешанные техники, графика. На первых годах обучения в школе Ира рисовала акварелью, а на последних годах обучения перешла на гуашь. Является неоднократным участником выставок и конкурсов. Мне тут очень нравилось учиться, мне сейчас очень нравится.
Ну, живопись, как по мне, это самая приближенная для меня тема. Я там могу выразить свои чувства, свои эмоции. Любовь к изобразительному искусству у Ирины Коробовой появилась в раннем детстве. Родители всегда поддерживали интерес дочери к творчеству. Сейчас Ира учится в 6 классе в гимназии номер 2. До окончания школы еще несколько лет. Но она уже определилась со своей будущей профессией. Девочка планирует стать дизайнером. Дочерью, конечно, очень горжусь. Мне очень многие ее работы прямо вот очень нравятся. Еще, знаете, дело в том, что я вот, к своему, может быть, стыду, но я совсем не умею рисовать. Поэтому для меня человек, который умеет рисовать, это уже как бы вот большое очень уважение. У нас старший сын, когда он как бы тоже ходил у нас в художественный кружок, на поселке Южном. Вот. И как бы он тоже очень хорошо рисует. Дедушка мой очень тоже хорошо рисует. Он, когда маленький был, ходил в Дом пионеров, и у него художественный кружок вел ректор Московской художественной академии, который тут в Инте отбывал, по политической статье. То есть как бы тоже хорошо рисует. Вот. Что сказать, очень нравится, очень благодарен учителям в художественной школе, что вот как бы так отнеслись к ней, что у нее было такое желание как бы постоянно ходить в школу, что-то пробовать, где-то искать себя, что-то получалось, что-то не получалось. Ребенок как бы преодолевал, пытался вот понять там новую технику, новые картины, какие-то пейзажи, там, натюрморты, то есть как бы вот маленькими шажочками она как бы вот шла, училась, и я надеюсь, что вот как бы выставка должна понравиться всем. Вот на презентации было много детей тут, я думаю, что понравилось. Выставка «Родные мотивы» будет работать в художественном отделении до конца мая. 1 июня экспозиция переедет в Центральную библиотеку. Познакомиться с творчеством выпускницы детской школы искусств может каждый интинец. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.